Ассаламу алейкум, уважаемые слушатели, студенты. Меня зовут Ахмед Санпиев, и я программирую на Python. Прежде чем рассказать о самом языке программирования, я хотел бы немного рассказать о себе, как я вообще пришел в мир IT, и немного дать наставления по самообразованию в этой профессии. Как и многие программисты, особенно нынешние, в эту профессию приходят через интерес к играм. То есть все мы любим играть в какие-то игры на мобильных устройствах, на компьютерах, но изначально они появились на приставках видеоигры. Это было такое суровое время, но тем не менее вспоминаю я это с теплом. Поэтому называю это время ламповое. Приставки были разные, да, начинались они с простых 8-битных Dendy, потом у меня вот была лично Sega в детстве, потом появилась первая PlayStation, плойка, да, как сейчас называют ее, и было время, когда появились компьютерные игротеки. Помню, даже порой прогуливал школу, чтобы пойти поиграть в любимую игру, но первое знакомство вообще с компьютерами у меня именно вот в игровом клубе произошло. Я очень боялся подходить к ним, потому что вот эти клавиатуры, кнопки, мне казалось, что если я что-то нажму не то компьютер взорвется или с ним что-то произойдет. Но, тем не менее, любопытство было выше, и потихоньку я начал изучать. Первая игра на компьютере это была КС. Каждый из вас знает, знаком с ней. И потихоньку у меня начал появляться интерес уже не только к играм, то есть мне было интересно, как они вообще строятся. Помню, делал карты на КС 1.5, по-моему, была версия 1.6. То есть можно было, там специальная программка была, в ней отрисовываешь как бы карту. И помню, я даже попробовал сделать школу свою, да, как бы. Вот, мне звучит, конечно, не очень в стрелялке сделать школу свою, но тем не менее мне было интересно, потому что тогда это было очень модно. И потихоньку, как бы где-то в классе уже в 9 у меня начали закрадываться мысли о том, что нужно выбрать уже какую-то профессию, поступать в вуз. Если честно, я изначально хотел, как бы по стечению обстоятельств получилось, что я поступил на программиста, да, стал программистом. Мне вообще нравилось, помимо компьютеров, нравилось еще строительство, да, то есть архитектура. И я хотел поступать на строителя. Но так получилось, что в моем вузе не было строительного факультета. Мне пришлось выбрать из того, что есть, как бы, и как раз вот был факультет информационных технологий. Вуз был московский, РГСУ, Российский государственный социальный университет. 5 лет я учился, и где-то вот на 4-м курсе я уже начал проявлять интерес к разработке. То есть вначале там первые 2 курса идут такие предметы профильные, как бы они начинаются уже где-то с курса 3-го, по-моему. И в общежитии, где я жил, я был единственный программист. Соответственно, все соседи приходили, приносили там утюги, кто-то приходил, просил починить стиральную машину, ну и как бы всегда звучала такая фраза «ты ж программист». То есть им казалось, что если я программист, то я могу там починить любое устройство. И как бы, я такой, наверное, стал набирать популярность, да, среди, как сарафанное радио, все начали друг другу, видимо, передавать, и какие-то заказы начали поступать. И вот был первый мой заказ, где нужно было разработать сайт. Мне позвонила женщина, в общем, заказчик, и предлагает рассказывать, что у них есть ансамбль Ярила, вот как раз постер такой, и им нужен сайт. На тот момент я вообще не знал, как разрабатывать сайты, я даже не знал, что такое HTML, CSS, как бы знал, что такое, но никогда в нем не работал и не знал, как программировать на нем. И по разговору по телефону, в общем, я включил такого умного человека, что я такой спец, что я разбираюсь.
согласился встретиться. Как бы. После этого разговора у меня прям дрожали руки. Но мне было страшно, потому что я рассказал, что я все умею, что я все знаю, что я профи. И страх был из-за ответственности. То есть я боялся, что я не справлюсь там, с этим заказом. Поехал, встретился, мы обсудили техническое задание, как вообще должен сайт выглядеть, какие там цвета преобладать должны и так далее. И я взял авансом на тот момент, где-то, я сейчас точно не помню, где-то в районе 10-15 тысяч мы договорились о цене, и я взял авансом 5 тысяч. И помню, на обратном пути я зашел в книжный магазин, на эти 5 тысяч, ну не на 5 тысяч, но на какую-то сумму я приобрел несколько книг. Это были книги по HTML, CSS. Значит, пришел домой. Тогда с интернетом была беда, даже в Москве. У нас в общежитии был очень слабый интернет. Да и информации, как сегодня, доступной такой не было. Да? То есть Ютуба тогда не существовало. Это примерно 2005-2004, по-моему, год. И информацию можно было добывать только на форумах каких-то, да, либо из книг. И, в общем, я где-то месяц сидел, читал эту книгу, изучал, делал, что-то не получалось, убирал, переделывал заново. Здесь вот на второй картинке, на слайде, примерно, к сожалению, у меня не сохранился этот сайт, примерно как он выглядел на тот момент. У меня такое, из-за того, что я был дилетантом, да, я не знал, как там строить, даже что у сайта должен быть там хедер, да, там боди, футер, то есть какие-то разделения. Я решил сделать просто такой голубой фон и посередине такое вот солнце. Просто дело в том, что название этого ансамбля Ярила переводилось как солнце со старославянского языка. Нет, бог солнца, по-моему, переводилось у них. Но я решил как бы сделать такое солнце, а вот эти вот лучи сделать как меню. То есть ты как бы наводишь, они так вот увеличиваются, и как меню. Наверное, я подобных сайтов нигде никогда не встречал. То есть это такой, знаете, вот совершенно нестандартный такой подход был. И был он написан на чистом HTML. Когда я сделал сайт, он мне очень нравился, я был прям в восторге со своей работы. Но, к сожалению, заказчику не особо он понравился. Вот. Но, тем не менее, мне оплатили мой труд, и это был мой первый заказ. Почему я эту историю рассказываю? К тому, что не нужно бояться. То есть, если вы, не нужно бояться ответственности. То есть, берите всегда на себя ответственность, даже если вы боитесь, что вы не справитесь там с каким-то заданием. Только пройдя вот как бы такой сложный путь, преодолев свои страхи, взяв на себя эту ответственность, вы сможете чего-то добиться. В любом случае вы останетесь опытом, а опыт, он как бы бесценен. Уже где-то на 2012 год, это был мой первый социальный проект, который я сделал просто для общества, потому что мне, во-первых, нравилось программировать, что-то изучать, и хотелось как бы какую-то пользу принести в мир. 2012 год, уже окончил я вуз, я поступил в аспирантуру и параллельно занялся вот этим проектом. Это была электронная библиотека ингушская. Здесь, опять же, к сожалению, у меня не сохранился тот сайт, да, чтобы его показать вам. Но я вот нашел примерно это приложение iBooks. Сайт примерно выглядел вот в таком дизайне он был. То есть была вот такая полка книжная. Единственное, там в шапке был логотип нашего проекта. Да, на тот момент я еще нашел единомышленников. Это были такие книгоманы, очень любившие читать, ингуши, которые учились в том же вузе, где учился я, но они были на несколько курсов младше меня. И мы как бы решили вот создать вместе вот такой вот сайт. Значит, там была такая книжная полка, наводишь курсором мышки, эта книжка так открывалась красиво, там применялись уже методы JavaScript, то есть анимация была на JavaScript сделана. И можно было сначала почитать аннотацию книги, то есть автора, там, название книги. Вот, а дальше уже открыть и читать либо в онлайне, либо можно было скачать в разных форматах. PDF, там TXT был формат, DOC, по-моему. Еще был FB2.
Ну и другие какие-то форматы, я сейчас точно не помню. И еще была такая особенность, то, что можно было скачивать эти книги на iPhone. То есть у iPhone было свое приложение, вот это iBooks, и он читал формат только EPUB. Вот. Название сайта было Библинг. Я помню, тогда многие ругали, почему. Ну, потому что созвучно с Библией, да, как бы, и не понимали многие. Но слово было взято, вот Библию с латинского, как книга переводилась, ну и приставка «инг» в конце, как бы означало Ингушетия, Ингуши. В основном книги были ингушские, да, там автора Базоркина, там, да, «Сыновья Беки», «Из 7 веков», там такие популярные. Были и даже была газета «Сердало», там, с 1920 года, когда еще у нас в типографии печаталась латиница, да, газеты выпускались на латинице, то есть не как сейчас мы кириллицей, да, ингушский язык пишем, ну, на ингушском языке пишем, а тогда писали на латинском. Ну и давайте теперь немного расскажу о самом языке Python. Я, честно говоря, не так давно им начал заниматься, где-то года 2, наверное, может 3. До этого, как из моего рассказа, вы понимаете, я веб-разработкой занимался, то есть созданием сайтов. Еще хотелось бы рассказать, что был небольшой опыт работы в компании. После вуза, ну, в вузе нам не давали знания такие, как бы по веб-разработке, приходилось изучать все самому. И на тот момент в Москве была такая школа программирования, называлась, сейчас эта компания называется Geekbrains. Ну, это не реклама, да, то есть много таких школ разных, Skill Factory, по-моему, еще называется, да. Много других школ. Например, там и алгоритмика есть, кто вот там помладше, дети, например, в школе, кто учится, может тоже посещать такие платформы, где вот вас могут научить программированию. И я тогда вот посетил, помню, где-то в районе 10 тысяч стоил у них курс. Курс длился 2 месяца. И вот как раз там я, как бы, можно сказать, за 2 месяца я обучился тому, что меня обучали в вузе 5 лет. И в компании, в общем, меня пригласили в компанию Infobis, JustClick, сервис такой .ru, он до сих пор существует. Я был тогда 3-й человек, по-моему, в этой компании, именно программист. И мы работали над разработкой этого сервиса. Там я получил колоссальный опыт в разработке PHP. Там впервые я познакомился с CMS WordPress и изучал другие, как бы, языки. Потому что веб-разработка, если особенно вы full-stack разработчик, то есть на полный, да, и фронт-энд, и бэк-энд разрабатываете, то там нужно знать очень много языков программирования, да, то есть PHP, HTML, CSS нужно знать, JavaScript необходим, MySQL необходим, да, то есть такая огромная отрасль, в которой приходится изучать очень много информации по программированию. И помимо этого еще приходится изучать всякого рода фреймворки. После, значит, где-то в 2014 году я уже приехал сюда обратно в Ингушетию, на родину, и на малую родину, да, так сказать. И здесь, к сожалению, не было, да, как бы возможности устроиться в какую-то IT-компанию, работать программистом. Я тогда еще не знал о существовании Интензибан. Может, я к ним попросился бы на тот момент. Но, тем не менее, я решил себя, как бы, чтобы не растрачивать свои навыки, пойти в образовательную сферу и преподавать. Значит, здесь вот на слайде показано, насколько популярен Python. Как вы видите, это первый язык по широте использования в мире. На самом деле так и есть. Тут обозначены типы, в которых можно разрабатывать. То есть, видите, там Globus — это веб-разработка, монитор — это десктопные приложения. Да, вот дальше такой жучок нарисован, это микроконтроллеры. Ну, также можно еще мобильные приложения делать на Python. То есть, это такой универсальный язык, на котором можно создать практически все, что угодно. Да? То есть, начиная там от каких-то веб-сайтов, заканчивая какими-то сложными программами на уровне микроконтроллеров. Используется он в многих компаниях, таких как Google, Яндекс, YouTube. Да? То есть это не означает, что полностью эти сервисы написаны на этом языке программирования. Это означает, что какие-то модули
разработаны именно на питоне, потому что питон наиболее эффективен значит, ну, именно вот по алгоритмам для решения этих задач. Например, там, по поиску, да, в Гугле применяются алгоритмы, написанные именно на питоне. Также он применяется и в игровой индустрии, да, на нем пишут игровую логику, например, NPC, да, такие вот так называемые боты, да. Так, дальше. Как я сказал, можно программировать, на питоне можно программировать микроконтроллеры, такие как Arduino, например, да, если кто-то знаком, или Raspberry Pi. Можно и много других, можно даже самому разрабатывать какие-то платы, да, и на этих чипах писать какие-то алгоритмы, именно связанные с работоспособностью этих микроконтроллеров. Ну, например, там робот-пылесос, например, да, то есть можете вполне себе создать на таком микроконтроллере, написать на питоне программку для такого робота. Компьютерное зрение, ну, запросто OpenCV библиотека, которая позволяет при помощи обычной видеокамеры, или, например, веб-камеры, находить какие-то объекты. Да, вот тут просто должна была быть анимация, но почему-то не грузится. Тут парень как бы двигает вот таким зеленым мячиком, и питон как бы, ну, то есть вот эта библиотека, при помощи этой библиотеки он как бы следит за этим объектом, да, и вот такая вот красная линия рисуется как след, где этот мяч побывал. Ну, где это применяется? Например, в автопилоте автомобилей Tesla. Те, которые автомобили, распознающие знаки дорожные, да, разметку дорожную. Это все вот можно написать на питоне запросто, используя open source, то есть с открытым исходным кодом, бесплатная библиотека OpenCV. Сегодня есть много материала по работе с этой библиотекой в интернете, в YouTube в том числе. Вот. Не так давно я рассматривал один алгоритм, который проверяет загруженность парковок. И вот он как раз был написан на этой библиотеке, на OpenCV. То есть стоит камера уличная, которая смотрит на парковку и как бы считает, насколько эта парковка загружена, то есть она распознает автомобили. Все это делается при помощи машинного обучения, естественно. То есть есть такие, ну, можно скачать как бы готовые каскады, да, уже обученные, а можно самому как бы обучать какой-то по какому-то алгоритму, да, какие-то действия, например, там распознавание котиков на фотографиях, да, или собачек. Это такие простые примеры. Также можно написать, на питоне можно написать сайт. Так как это такой универсальный язык, у него множество разных библиотек. Есть такая библиотека Django, которая позволяет писать на питоне сайты полноценные. Вот. Если вы изучите еще и CMS-ку, то есть систему управления Wagtail, это как раз на CMS-ка, написанная на питоне, вот на Django, то можно вообще создавать спокойно сайты, довольно быстро создавать сайты с своей админкой. Вот. Я его вообще сравниваю с WordPress, он очень похож по функционалу с WordPress, если кто знаком. Ну, например, на нем написан сайт Оксфордского университета. Кому будет интересно, может потом посмотреть. При этом язык Python, являясь таким универсальным и довольно сложным языком в плане логики, да, в плане синтаксиса он очень простой. То есть вот здесь вот пример двух языков программирования, код, да, написан. Ну, такая, знаете, традиция писать, когда изучать какой-то язык программирования, всегда начинается с фразы, вывести фразу «hello world», да. Вот этот код написан на C, как вы видите, там пришлось подключать библиотеку, потом объявлять основную функцию, да, и потом выводить через функцию приветствие. На Python достаточно просто написать одной строчкой как бы эту фразу. Но за этой простотой кроется как бы и определенная сложность, особенно для новичков, потому что когда вы изучаете, допустим, C
C, да, тот же, то там как-то разделение, все это обозначается скобками, да, то есть вы видите, что вот тут открывается скобка, там закрывается, да, и как бы какое-то разделение идет визуально. В Python все эти разделения идут через отступы, и часто как бы новички забывают про эти отступы или вообще не понимают, поэтому тут задача как бы педагога сделать акцент на это, и чтобы с самого начала студент понимал, как эти отступы работают, потому что это очень важно. Да, в Python есть даже своя философия. Здесь справа разработчик этого языка, создатель, точнее, Гвидо ван Россум, и слева Дзен, так называемая философия Python. Ну, на самом деле, эта философия, она подходит для любого другого языка, да, не только написан на Python. Он намного длиннее, этот текст. Если кому интересно, вы можете в интернете более подробно почитать про это. Вот. Ну и это, наверное, самое интересное из этой лекции. Это слайд, на котором показаны примерные зарплаты, средние зарплаты разработчиков разных языков, да, и в том числе Python. Я, если честно, не очень верю вот таким данным, да, которые собирают, потому что они постоянно разнятся и зависит от того, как эти данные собирали, кто их собирал. Но, тем не менее, здесь вы видите Python где-то вот в середине, ну, его обогнали такие современные на сегодняшний день языки программирования. По большей части это связано с появлением криптовалюты, блокчейнов, да, на рынке. И тут есть языки, которые работают именно вот с криптовалютой, ну, то есть с блокчейнами, точнее говоря. Вот, то есть они были придуманы именно для работы с блокчейнами. Но, тем не менее, как вы видите, он как бы тут обошел большинство языков. Там C++, например, да, Java, даже JavaScript где-то внизу. И как бы средняя зарплата где-то 114 тысяч долларов в год у Python разработчиков. При этом цвет, вот этот синий, означает, что у него очень высокая как бы популярность, да, на рынке труда, то есть очень много поисков специалистов, именно, которые работают с Python. Вот 19 тысяч как бы вакансий было в 2022 году именно по Python. Вот. И спасибо за внимание. Тут вопрос, наверное, еще у многих будет, какой язык учить, да, такое часто возникает. Думаю, у меня по опыту работы со студентами многие спрашивают, какой язык лучше учить. Тут справа есть такая схема небольшая, да, по которой можно определиться примерно, какой язык можно учить, но это, опять же, зависит от ваших интересов. Да, то есть, если вы там, творческий человек, да, то я советую там, идти в фронтенд, например, да, там, рисовать какие-то сайты, например, да, ну, верстать. Изучайте JavaScript. Если же вам больше там нравятся какие-то логические, сложные задачки, то тогда можете идти в бэкэнд, да, как бы серверную часть писать. Вот. Единственное, что я могу вам посоветовать книгу для новичков. Эта книга подходит любому, вне зависимости от того, какой вы выберете язык программирования, потому что тут рассказывается о алгоритмах, а не о каком-то конкретном языке программирования. Потому что я считаю, что важно уметь писать алгоритмы, а не то, сколько вы там языков программирования знаете, да, потому что изучив, в принципе, один язык программирования, последующие языки, они даются намного легче, потому что и логика их похожа очень, они вообще похожи друг на друга. Вот. А вот уметь правильно описать задачу какую-то, да, при помощи какого-то языка, то есть при помощи алгоритмов, это, я считаю, намного важнее. И вот эта книга, она очень хорошо поможет вам, если вы как бы изучаете, да, вот, программирование, опять же, вне зависимости от того, какой вы язык выберете, она поможет новичкам. Я буду очень рад, если будут какие-то вопросы, отвечу на них. Не стесняйтесь, задавайте. Давай. Какой язык подходит больше для создания игр? Для создания чего? Игр? Ну, есть
даже не языки программирования, а такие среды разработки. Допустим, Unity есть, Unreal Engine есть. Там чаще всего применяется язык программирования C. То есть пишут на нем. Если вы хотите именно пойти в разработку игр, то вот в школах я преподаю такой язык, называется визуальный язык программирования, Scratch. Он такой очень простой, там все по-детскому сделано, нету там таких вот каких-то команд в виде принта, там, да, например. А там просто блоки, их перетаскиваете и составляете алгоритмы. Очень удобно, особенно для тех, кто начинает. Но на нем можно писать 2D-игры, порой даже я видел, сделаны 3D-игры. Но там нужно прям быть таким вундеркиндом, наверное, чтобы сделать на скретче 3D-игру. Еще какие-то вопросы? Давай. Это средняя, да, зарплаты в год 114 тысяч долларов, да. Но это, опять же, это не точные цифры, не надо как бы там верить полностью вот, да, этим суммам. Еще раз, какой был второй вопрос? Не, это по миру зарплата, но профессия, она как бы, вот в чем прелесть профессии программист, да, в том, что вы можете работать удаленно. Вы можете где-то на пляже лежать на шезлонге с ноутбуком, попивая там какой-нибудь коктейль и при этом программировать, да, то есть нету никакой привязки. Вот когда я работал в JustClick, о Инфобиз, у нас там сотрудники часто ездили зимовать в Таиланд, потому что в Москве зима холодная, а в Таиланде жилье даже дешевле, чем в Москве. И они просто уезжали на 3-4 месяца, там работали на удаленке, жили там, ну, как бы пляж, море, солнце, ну, в общем, прекрасно. Вот. При этом это одна из самых сложных, да, как бы профессий, нужно это понимать. Я ее вообще сравниваю на уровне там, врачей, хирургов каких-то, да, потому что врачи тоже постоянно учатся, и программисты, я считаю, тоже постоянно учатся, то есть вам приходится бежать и учиться одновременно. Ну, если вопросов нет, то тогда Шан Баркалхолт за внимание. Очень приятно было выступать перед вами. Да, это walk option. Если какие-то будут вопросы, обращайтесь. Все, Никол.